29 октября 1961 года в селе Тамыша Чимчирского района рождается Аслан Зантария. Он увлекается литературой, занимается спортом, оканчивает Тамышскую среднюю школу, профтехучилище и начинает работать в школе преподавателем трактороведения. При этом поступает в литературный институт имени Горького в Москве. Вместе с братом Зазой принимал активное участие в политических событиях 1989 года в Сухуме, был членом Народного форума Абхазии Аидглера. Он был одним из тех, кто принимал участие в выдворении тогдашнего министра внутренних дел Ламинадзе. Он, Вован, Цупов, Гвадалов, Ганба, я не могу сейчас всех перечислить, там были настоящие воины, обученные. И Аслан был среди первых. Он был очень образованный человек. Он преподавал в Тамышской средней школе русский язык и литературу, учился в литературном институте. Правда, он не успел завершить в связи с тем, что здесь разворачивались очень тревожные события. Он вынужден был оставить учебу и приехать сюда. И вот как раз он думал, вот помогу ребятам, вернусь в институт. А тут судьба так сложилась, что началась война. Война, с которой Аслану Зантария вернуться было не суждено. Его называют одним из тех, кто создавал Восточный фронт. Одним из самых боеспособных подразделений Абхазской гвардии являлось специальное подразделение «Катран», созданное Асланом Зантария и его боевыми товарищами. Из-за сложной общественно-политической ситуации в Абхазии спецподразделение «Катран» неоднократно вынуждено было менять место дислокации и к началу войны базировалось в поселке Бабушара, в здании бывшего санатория МВД СССР. На базе несли службу около 15 резервистов и вместе с ними до 10 солдат срочной службы. И когда уже обстановка накалялась, Аслан с ребятами поехал на трассу посмотреть, что к чему. Слухи идут, что танки там перешли границу. И в это время здесь бомбежки пошли, уже аэропорт бомбить начали. Мы увиделись потом уже там. Кто как мог вышел. Мы пошли отдельной группой, вот Виталика нету, да, если был бы он с нами до конца там. Еще был такой Дуля Муцпа с молодыми ребятами, к нам тоже присоединился. В общем, Аслан, мы там уже увиделись. Мы вышли двумя группами, разделились, Кудор перешли под утро. И туда пришли уже, к Утоле увиделись. Потом в Порчал поехали. Предчувствуя войну, Аслан Зантария готовился к ней как мог, не только физически, но и тактически, делая то, что любил больше всего – изучая литературу. Он сам начал изучать военную литературу, будучи в гвардии еще в нашем полку, не будучи профессионалом, но очень образованным. Учась в литературном институте, успел всего Достоевского перечитать. Я до сих пор стараюсь основные вещи Достоевского, никак не получается, а он мог процитировать любой роман Достоевского. Он мне в Тамыше минут 20 мог наизусть читать отрывки из «Тихого Дона» Шолохова. Наизусть, это же не стихотворение, а проза. Это такой был он очень эрудированный, очень чуткий, очень импульсивный, очень любил литературу. О том, что Аслан с друзьями и братьями точно знал, быть в войне, говорят все. Он большой патриот, намного вперед смотрел, чем мы все остальные. Мы далеко не видели, но он видел далеко. Он даже не ошибся, когда война начнется, он знал это. Есть история о том, как из Батуми на каких-то катерах им удалось противотанковые снаряды, какие-то даже снаряды для танков сюда перебросить. Делали они это тихо, спокойно, молча, но они чувствовали, что не избежать войны, не избежать этой трагедии, этого столкновения, поэтому и днем, и ночью работали. Я помню, когда во дворе Самсона Зантария, отца Степы, начинали ночью где-то закапывать какие-то снаряды, какие-то мины противотанковые. Все удивлялись, зачем это им,
надо, чувствовали что-то нехорошо в Абхазии, но люди не верили, что это может разрастись в широкомасштабную такую войну, а они это знали. Отдельно однополчане Аслана Зантария отмечают его вклад в защиту Тхорчала от врага. Благодаря Аслану, между прочим, пусть никому не в обиду, это, конечно, некоторые люди готовы были даже типа переговоры провели с грузинами, зайдут, уйдут, вот такие слухи были. Но Аслан категорически встал, никуда, никакой зайти, выйти не получится, надо мост заминировать, Алсгу, и я лично там участвовал, заминировали, баллоны положили. Это чтобы в Тхорчал никто не... Да. Сейчас, знаешь, тхорческие ребята, дай Бог им здоровья, Тхорчал это как один из, не знаю, как вот у человека сердце, да, орган, вот такой Тхорчал, и роддом там был, и госпиталь там был. Без него Восточный фронт без Тхорчал не выжил бы, но вот этот Тхорчал, там я так буду говорить, что Аслан большой роль сыграл, что Тхорчал грузинская нога не встала. На фронте о времени, которое будет после войны, говорили мало, вспоминает герой Абхазии Тимур Чагава. Было не до мечтаний. Одно знали точно – победе быть. Аслан Зантария в этом никогда не сомневался. Что победим, что войну выиграем, он говорил это. Просто вопрос времени. Я его слова помню, вот, в наших условиях, говорит, в Абхазии, да, горы, лес там, мы можем, говорить, без никого, даже без Гудауты, да, без помощи, 25 лет точно мы можем воевать, говорит. Говорил он так, 25 лет. Мы уйдем в лес, партизанскую войну будем вести, и вот мы верили тоже такое. Молодежь были, поднять дух народа, да, вот не паниковать, вот такое качество у него было. Паника – это любой, пустой мелкий группа, армия народа погубит сразу паника. Он не паниковал, наоборот, дух поднял, у народа встал, ребят подтянул, рядом встали. Вот качества, какие надо, знаешь, лидерские качества. Еще вчера историки, археологи, литераторы сегодня были вынуждены работать над военной тактикой и стратегией. Вынуждены исключительно по собственному зову крови и совести. Муж Нехвардский, Владимир Анцупов, Аслан Зантария. Когда было очень тяжело, очень сложно, они садились, вот несколько человек, и сами принимали решение, как действовать, какую избрать тактику, какую стратегию. Мне кажется, это нас спасло, потому что все-таки мы иногда так говорим, вот грузинская армия, вот такая, она, офицеры, кадровые офицеры и курсанты училищ сюда были направлены. Это не так просто, да, были среди них и такие, и сякие, но были настоящие офицеры, были генералы, которые учились в советских вузах, а у нас их было единицы, в основном самородки, но вот этот талант, вот это чутье, вот эта интуиция, все, что свойственно. 14 декабря 1992 года Аслан Зантария вместе с женой Натальей Сазоновой сгорел в вертолете, перевозившем женщин и детей из блокадного Тхорчала. Супруга Аслана Зантария ждала ребенка, первенца. Конечно, удар был сильный. Когда мы услышали про вертолет, да, вот такие боевые, Анцупов, Аслан потеряли еще сколько детей там, сколько женщин, там и супруга его там сидела в положениях была. Это очень серьезный удар был для не только Восточный фронт, и для всей Абхазии. Это кадры смотришь, невозможно эти кадры смотреть. Чудесная девушка, и мы очень надеялись, что, несмотря на ужасные события, которые происходили, что у нее будет ребенок. Вот так сложилась судьба, что и она там сгорела, и он там сгорел.
После смерти командира Катран возглавил друг и однополчанин Аслана Зантария Тимур Чагава. Сам Аслан Зантария указом Владислава Ардинба признан героем Абхазии. На этом фото из семейного архива первый президент Абхазии вручает медаль матери погибшего бойца Раисе Зантария Амичба. На монете Батала Джапуа Аяйра прообразом воина стал Аслан Зантария. 29 октября герою Абхазии Аслану Зантария исполнилось бы 60 лет. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Саид Айба, Абаза ТВ.